«Я родился», произнес Лунтик, когда вылупился из яйца. В эфире информационно-развлекательная программа «Студия-11». Восклицаю я, когда наша суперпозитивная передача выходит на ваши экраны. Всем привет! Сегодня нас ждет много чего интересного. Впрочем, как и всегда, не буду томить и покажу краткий анонс сегодняшнего выпуска. Фестиваль подарков «Студия-11» в эпицентре праздничной суматохи. Все о вакцине. Кандидат медицинских наук отвечает на вопросы. Ну что сказать, шикарно! Герб Республики Коми в царском исполнении. Новогодние хлопоты заполонили наш разум. Один из аспектов, который заставляет пострессовать, наверное, каждого из нас – выбор подарков. Во-первых, купить их нужно много. Маме, папе, бабушкам и дедушкам, супруге и, наконец, детям. Список продолжать можно бесконечно. Во-вторых, что же им купить? Как не потеряться в этом многообразии выбора? Спокойно, без паники. Этот вопрос я взяла под контроль. Каждый год я обещаю себе, что куплю подарки заранее, а получается... Ну, вы поняли меня. Только не говорите, что я одна такая. Давайте вместе составим инструкцию, которая поможет правильно выбрать подарки. Для этого мы отправимся к гипермаркет «Лента». Именно здесь мы сможем найти сюрпризы для всех поколений. Итак, начнем. Мужчины, берите ручку и листочек, записывайте. Да, девушки действительно любят ушами, но и глазами тоже. Так что все красочное, яркое, красиво упакованное производит на нас невероятные эмоции. Даже обычная кружка может впечатлить. Или, например, сковородка. А почему бы и нет? Это действительно хороший подарок, если вы мечтаете взять ее в жены. Конечно, она сначала обидится на вас на полчаса, ну а потом все додумает за вас сама. Разве мы, женщины, много просим? Просто подумать о нас заранее и хотя бы раз понять наши намеки. Они, между прочим, достаточно прозрачные. Отлично, с дамами определились. Переходим к мужчинам. Если вам и правда хочется удивить свою вторую половину, включите фантазию. Ваш мужчина увлечен рыбалкой? Не стоит сразу бежать за удочкой. Мы там и все равно в этом ничего не понимаем. Лучше брать то, в чем мы действительно разбираемся. Например, подушку для авто, ароматизатор или же щетку для любимого автомобиля. У вашего избранника нет автомобиля? Тогда присмотрите тюбинги. Этот подарок всю зиму будет радовать. Кстати, и для детей можно включить ватрушку в список подарков. Для непосед подойдут коньки и санки-ледянки. А еще в гипермаркете «Лента» просто изобилие игрушек как для маленьких принцев, так и для юных принцесс. Последние недели перед праздником обычно проводим в спешке, поэтому нет ничего удивительного, если ваш дом не украшен. Выходим из положения, идем в отдел, где точно найдем, чем создать новогоднюю атмосферу. Ах да, подарки для коллег тоже можно здесь подобрать. Например, вот такие зимние полотенца, яркие кружки с символом года, поднимут настроение смешные снеговики на елочных шарах. 31 декабря нагрузка на женские руки возрастает в 10 раз. Нужно целый день что-то рубить, резать и мыть. Гипермаркет «Лента» освободит вас от этих хлопот. Устали от ежегодного оливье? Вы только посмотрите, какое разнообразие салатов. Идем дальше. Горячие блюда тоже могут оказаться на вашем столе без каких-либо усилий. Вы почувствовали аромат этой картошечки? Дети любят сладкое. Пряничные домики и вкуснейшие пироги порадуют маленьких непосед. Ну что, подарки куплены, можно выдохнуть. Отправляемся на кассу. Ваш чек, пожалуйста. Ваши фишки по акции лояльности Redmond за каждые 300 рублей в чеке. Вы можете получить скидку до 57% на выделенный ассортимент. За покупку вам подарок мумии-набор. В каждом наборе мумии-стикеры, вырубные наклейки с героями, переводные тату и фишки для покупок со скидкой до 80%. Наполните волшебством каждый день Нового года. Ждем вас снова! Друзья, успейте до 31 декабря зарегистрироваться в новой программе лояльности и пользуйтесь скидками до 70%. Удачных покупок!
Борьба с коронавирусом в самом разгаре. Конечно, на передовой стоят медики, но и мы можем хорошенько ударить по болячке. Вакцинируясь, конечно. Не спорю, вопросов на этот счет много. Поговорим на самые актуальные темы с кандидатом медицинских наук Еленой Ильиных. Елена, приветствую. Расскажите, как себя зарекомендовала вакцина? Ну вот сейчас, за эти полгода, да, то есть начиная с июня, да, когда у нас вот идет, была 3-я волна, стала 4-я волна, вот всем врачам, кто работает с коронавирусной инфекцией, стало очевидно, что Спутник Ви и Спутник Лайт – это хорошие вакцины, они вот реально защищают. И, например, могу привести статистику по городу Сыктывкар. Начиная с июня число смертей в городе от коронавирусной инфекции было 350 человек среди людей, которые не были вакцинированы, и только 10 смертей от коронавирусной инфекции среди вакцинированных Спутником Ви и Спутником Лайт. То есть количество людей, умерших от коронавирусной инфекции после того, как они уже были вакцинированы в нормальные сроки Спутника Ви и Спутника Лайт, очень минимальный. Нам, конечно, любого такого человека очень жалко, но мы понимаем, что во сколько раз снижается риск смерти, он снижается практически в 35 раз. Нам это очень важно, и мы это видим. Вот многие боятся делать вакцину из-за побочных последствий. Вот давайте об этом подробнее поговорим. Не все проблемы, которые появляются после вакцинации, можно связать именно с фактом вакцинации. Но из таких вот наиболее частых побочных эффектов в 10% случаев действительно это была температурная реакция. То есть 37-38 градусов, 39 градусов, 10% температуры. Особенно температура от людей моложе 40 лет. Люди старше 40 температурную реакцию крайне редко дают после вакцинации. 5% людей, которые проходят вакцинацию, они температуре даже больше 38. Это в число тех входит. Но обычно это 1-2 дня. На самом деле большинство людей нормально переносят вакцинацию. Кто-то отмечал мышечные боли, кто-то отмечал боли в суставах, но таких людей 1-2%. Если говорить о серьезных побочных эффектах, которые реально люди боятся, то есть это риск тромбоза, да, связан с вакцинацией, тут, наверное, лучше все-таки опереться на данные Норвегии, потому что, честно скажу, что у нас не так хорошо регистрируются побочные эффекты, да, то есть в Норвегии AstraZeneca использовалась. AstraZeneca тоже векторная вакцина, и она очень близкая, да, то есть по побочным эффектам со спутником. Но вот у них в регистрах отмечен один случай на 26 тысяч вакцинированных, случай тромбоза, ассоциированный с вакцинацией векторной вакциной. В принципе, мы считаем это приемлемый риск, учитывая, сколько смертей может предотвратить вакцинация от коронавирусной инфекции. Вот вы сказали про ревакцинацию. Для чего она нужна? По сути, это бустерная доза. Это просто доза, которая намного усиливает первичный полученный иммунный ответ. И вообще сейчас мы понимаем, что надо 3 дозы. Поэтому вакцинация даже через полгода, она даже будет, не сколько ревакцинация, сколько бустерная доза будет оцениваться. Но у нас это возможно сделать в течение от полугода до года, да, то есть, пускай это будет ревакцинация. Но в любом случае, когда мы вводим 3-ю дозу, если сначала вакцинировать за всеми 2 спутниками, Спутник Ви первый компонент, второй, через полгода вы делаете 3, там уровень антител возрастает в 10, 20 и 30 раз. Это как раз тот уровень антител, который вроде бы должен защищать от нового штамма омикрон. И почти все страны сейчас прошли через эту бустерную дозу ревакцинацию. Допустим, в Великобритании сейчас 50% населения ревакцинировано, в Израиле 70% уже идет на ревакцинацию. Но они больше, немножко раньше начали первичную вакцинацию. У нас в нашей стране пока только 5% людей идет на ревакцинацию. Но это как раз те люди, которые первичную вакцинацию закончили к июню или в июне. Их немного. Можно ли делать вакцину, если ты переболел ОРВИ или ОРЗ? Вот я, например, частенько, у меня то горло болит, то насморк. И вроде бы нужно выждать 2 недели, а потом через 2 недели опять насморк. Понятно. Нет, мы очень часто болеем обычными ОРЗ. Правда, за этими обычными ОРЗ может где-то скрыться и коронавирусная инфекция. И вроде бы каждый случай ОРЗ желательно бы протестировать на коронавирус, хотя бы экспресс-тест, чтобы понимать, что это не коронавирусная инфекция. Она может протекать совершенно обычная ОРЗ. Но, тем не менее, если это обычная ОРЗ, и у вас исчезли катаральные симптомы, то есть у вас перестало болеть горло, у вас ушел явный насморк, это точно не коронавирусная инфекция, вы спокойно можете идти вакцинироваться, не выжидая 2 недели, да, то есть главное, чтобы у вас не было температурной реакции. Спасибо вам большое за то, что к нам пришли, дали дельные советы, и с наступающим Новым годом. Тоже всех с Новым годом, и как-то пережить 5-ю волну без больших потерь. Слово «герб» пришло из немецкого языка и означает «наследство». Фигуры и предметы, изображенные на гербе, в условной форме выражают исторические традиции семьи, города, региона или государства. Герб Республики Коми исполнен по мотивам пермского звериного стиля. Изображение золотой хищной птицы, помещенной на красном геральдическом щите, а на груди птицы лик женщины в обрамлении 6 лосиных голов. Больше о гербе Коми в рубрике «Это наша история».
Этот герб, созданный к 80-летию республики, выполнен из золота и алмазов, добытых на месторождении Ичит-Ю в Усть-Цилимском районе. Сейчас эксклюзивный сувенир находится в Национальном музее Коми. Юбилейный подарок был вручен главе региона Юрию Спиридонову коллективом горно-геологической компании «Терра-2». В середине 90-х годов это предприятие начало опытно-промышленную эксплуатацию россыпи Ичит-Ю и за несколько лет добыло более 300 алмазов ювелирного качества и несколько килограммов золота. Юрий Спиридонов, по профессии горный инженер, уделял особое внимание развитию недропользования. Кроме того, по решению главы, уникальный сувенир стал достоянием республики и символом природных ресурсов Коми. Высота ювелирного изделия 13,5 сантиметров, масса 359 граммов. Для его создания использован 91 бриллиант. На основании герба надпись «Первые алмазы древнего Тимана Республики Коми 1997 года». Это наша история. Пора бы отдохнуть. Недолго. Совсем скоро мы вновь вернемся на экраны, чтобы радовать вас интересными сюжетами и новыми знакомствами. Встречаемся здесь же, на этом телеканале. Не скучайте. Это позитивный захват. Захват ваших телеэкранов. В эфире информационно-развлекательная программа «Студия-11». Чем будет богата вторая часть нашей программы, узнаем из краткого анонса. Снежная Печора. Фотографии, которые радуют глаз. Жернова времени. Этнофутурист Юрий Лисовский презентовал художественный альбом. Шаурма по-домашнему. Рецепт сыктывкарского фудблогера. Наша республика красива в любое время года. И когда ее украшает листва, да быстрые реки, и когда вместо зеленого одеяния она примеряет белую шубку. А сколько прекрасных фотографий вы размещаете в социальных сетях. Мамма мия! Как бы в очередной раз доказывая, что наша республика создана, чтобы развивать в нас с вами чувство прекрасного. Дреды. Слово, которое может вызвать легкую неприязнь в сердце консерваторов, а молодежь заставить одобрительно кивнуть. Сколько же мифов вокруг себя собрали афропрически. Мне пальцев рук не хватит, чтобы их перечислить. А развеет эти слухи специалист. Сегодня поговорим о мифах, которые существуют в афроплетении. И первый миф, что от афропричесок выпадают волосы. На самом деле у здорового человека в день выпадает от 100 до 150 волос. И если это количество умножим на количество дней, которые вы ходите в прическе, а в афроприческе волосы выпадают точно так же, потому что у волоса есть свой жизненный цикл, то это достаточно будет, да, вычес большой. Но своих волос меньше у вас не станет. Это миф. Еще один миф об афроприческах – это то, что люди, которые заплетены, не моют голову, от них неприятно пахнет и заводятся вши. На самом деле люди с афроприческами моют голову просто пореже, раз в 7-10 дней. И вши – это приобретенное заболевание, поэтому просто так вши не заводятся. Еще существует такой миф, что дреды из натуральных волос невозможно расплести. На самом деле это возможно, просто это требует руки хорошего мастера и немного вашего времени. Еще также существует миф, что афропрически не рекомендуют для детей. На самом деле есть такие прически с минимальным количеством материала, которые детям очень даже можно заплетать. Это, например, косички Зизи, либо небольшое количество вплетения каниколон. Существуют стандарты в брейдинге, какое количество граммов можно вплетать на голову ребенка и на голову взрослого человека. Если соблюдать эти стандарты, то все возможно.
Когда я была маленькой, мама собирала все мои рисунки. А после сделала один большой альбом, который вручила мне на 16-летие. Было очень приятно. До сих пор его иной раз пересматриваю. Но формировать художественную книгу можно не только из детских рисунков. Вот, например, этнофутурист Юрий Лисовский пару дней назад презентовал художественный альбом «Жернова времени» «Кад Иски», а именно так переводится название на коми-язык. Стало одним из изданий галереи, подготовленных в рамках программы празднования столетия Республики Коми. Тираж альбома 500 экземпляров. В мастерской художника побывала Алена Туркина. Юрий, «Жернова времени». Именно так называется художественный альбом, который вы недавно презентовали в стенах Национальной галереи нашей республики. Вот хотелось бы узнать поподробнее о нем. Почему «Жернова времени»? Ну, время – это, в моем понимании, это и прошлое, и настоящее, и будущее. Художник ведь мысль вот эту зарождается вот сейчас, в данный момент, допустим основываясь на прошлом, допустим. Но работа будет еще написана в будущем. Это совместный проект с галереей. И им большое спасибо за поддержку и за то, что откликнулись на, как сказать, на мою просьбу сделать этот совместный проект. И я думаю, что он будет знаковым каким-то. Сколько работ всего в этом альбоме представлено? 60 работ, более 60 работ. Но если учитывая динамическую композицию, которая есть 4 динамические иллюстрации, которые можно, в принципе, оживлять. Ну, здесь есть такая определенная фишка в альбоме. Ее сразу можно и не заметить, если так листать невнимательно. А если... Мы очень хотим посмотреть на эту фишку. Юрий, покажите, пожалуйста. Да. Ну вот, к примеру, есть такие пленки, вот прозрачная пленка, она как бы повторяет контуры работы. Но она при наложении придает работе объем. И при небольшом таком, как сказать, шевелении этой пленки работа начинает оживать и шевелиться. При таком раскладе получается 5 вариантов одной работы. То есть это некий такой намек на то, что одна работа может нести в себе, допустим, 5 смыслов разных. Юрий, 60 работ, думаю, их разглядывать на самом деле можно долго. Я знаю, что на самом деле работ у вас куда больше. По какому принципу выбирались именно те, которые будут в альбоме красоваться? Ну, я их разделил там на 4 блока, вот именно 4 жернова времени, и между этими блоками другие работы, которые тоже, в принципе, связаны. Каждая работа – это одна и та же работа, только она как бы постоянно расширяется, разбита на определенные сегменты. Я рисую об одном и том же – о любви, о будущем, о прошлом, о каком-то вдохновении, о гармонии. Поэтому, по сути, это одна и та же работа. Любую работу возьми – это продолжение другой работы. Юрий, я думаю, все, кто знаком с вами, кто знаком с вашим творчеством, отмечают, что все-таки в ваших работах фигурируют 4 основных цвета. Это золотой, черный, белый и красный. Здесь же в альбоме мы видим и цветные работы. Черно-белое – это как основа. Это вот как примерно смотреть человеку на звездное небо. Там же ничего такого особенного, кажется, нет. Вот черная пелена и маленькие-маленькие точки. И, когда ты смотришь на небо, ты понимаешь, что это бесконечность некая такая. И ты не можешь найти этого края, куда эта фантазия или мысль долетит. Даже представить себе. Мы попадаем в тупик. Цвет вот это цвет это сама жизнь. Вот, когда мы окунаемся сюда, на землю, допустим, поворачивая свой взор на землю, мы видим зеленую траву, там, цветы, там, голубое небо, там, все это меняется от заката до рассвета, там, потому что все время находим новые нюансы. Вижу прекрасную работу, давайте мы все к ней подойдем. Она называется, как, напомните, про коронавирус. Усыпление коронавируса. Ее вы написали совсем недавно, как вы отметили в своих социальных сетях, писали до 2 ночи. Тема актуальная, как ей вдохновились современными реалиями?
Да, в этом смысле я стал актуальным художником в плане, что я нарисовал картину, которая как бы затрагивает, по сути, как бы многих людей. Но почему я ее написал усыпление, а не убийство? Потому что я понимаю, что коронавирус – это тоже живое существо. И так как мы вступили с ним в некую войну, на самом деле он находится в неком сопротивлении. И мы находимся. Поэтому, допустим, некое такое сделать примирение художественное, я в мыслях так сказать, пусть он успокоится, пусть он где-нибудь заляжет на дно и нас не беспокоит. Кто из нас не любит полакомиться фастфудом? Я лично его обожаю. Но порой отказываю себе в этом удовольствии. Все-таки пища это жирная, да и пользы своей не славится. Хотя сейчас бы мне возразила сыктывкарский фудблогер Юлия Панюкова. Она-то точно знает, как из любого фастфуда сделать полезную штучку. Привет, друзья! Сегодня я расскажу и покажу, как я делаю домашнюю шаурму. Этот рецепт прекрасно подойдет для тех, кто следит за своим весом и питанием. Давайте узнаем, что потребуется для нашей шаурмы, и начнем готовить. Ну что, друзья, вот такая вкусная, домашняя, максимально полезная шаурма у нас получилась. В ней гораздо меньше калорий, чем в обычной шаурме, и она точно не навредит вашей фигуре. Приятного аппетита и готовьте с любовью! На этом у меня все. Вкусных вам выходных. К тому же пора бы уже и с меню праздничным определиться. В эфире была информационно-развлекательная программа «Студия 11». Было весело. Здоровья вам. Пока-пока.